В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Владимир Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене. Расскажем, как прошла встреча лидеров двух стран в рамках ШОС. Путь к новым знаниям и ярким открытиям. Сегодня в стране День знаний. Узнаем, как прошло 1 сентября в столице и районах республики. Узхамусфест. Под таким названием в селе Кирдем Хангаласского района реализуется проект по популяризации кузнечного мастерства народа Саха и искусства игры на хамусе. Турция продолжит играть особую роль в украинском регулировании, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Таyyипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Он поблагодарил, цитата, турецких друзей за помощь в регулировании конфликта и подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле удалось, цитата, продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Напомню, 23 июля в Стамбуле прошел 3-й раунд российско-украинских переговоров. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись во время 2-го раунда. Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже 3 раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее. В День знаний в столице республики прошло одно из важнейших событий для региона – открытие самой большой школы в Якутии на 990 мест имени первого президента республики Михаила Николаева. На волнительном для всех событии глава региона Айсен Николаев поздравил всех учеников и учителей школы с новым учебным годом. Трехэтажное здание, построенное в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», имеет общую площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. В просторных светлых классах установлена современная мебель и оборудование. Школа включает в себя спортивный зал, библиотеку, мастерские, медблок и столовую на 540 мест. Вместе с тем в здании будет действовать и Центр военно-патриотического воспитания воин. Здесь такой особым отличительным моментом является то, что целое крыло школы отдано для военно-патриотического воспитания. Здесь будут на основе соглашения с Центром воин, который у нас в Якутске успешно работает, как раз детям даваться то необходимое знание, которое сегодня, конечно же, очень востребовано в нашей жизни. И уверен, что во всех наших школах, не только в этих новых, но и во всех школах нашей республики, конечно же, особое внимание будет всегда уделяться вопросам патриотического воспитания наших детей. По-особенному волнительный и незабываемый день у школьников, учителей и родителей сегодня из Сахо-политехнического лицея в торжественной обстановке и в присутствии главы региона разрезали алую ленту дополнительного корпуса школы. Площадь трехэтажного объекта составляет 5000 квадратных метров. Он построен в рамках нацпроекта образования. В здании расположились 30 просторных и светлых кабинетов, планетарий и специальный кластер для профориентации. Дополнительный корпус полностью оснащен современным оборудованием, благодаря чему будут реализованы различные проекты с техническими направлениями, а также сфера доп. Образования поднимется на новый уровень. В всей стране начался новый учебный год, в том числе и для школьников Нюрбинского района. Проведены торжественные линейки, из них первоклассников 333, а число выпускников составляет 271. В последнее время качество образования в районе повышается. Например, одним из показателей является количество поступивших в высшие учебные заведения в этом году. Это число составило более 95% из общего числа выпускников. Новый учебный год также пополнился и 10 молодыми педагогическими работниками. Практически во всех школах района имеются профилированные направления, ну а в новом году добавится и класс предпринимательства в Марской средней школе и откроется класс спасателей в Жарханской средней школе. Поддержка образовательных учреждений сегодня уже, скажем так, видна в том, что особое внимание уделяется ремонту образовательных учреждений. Сегодня на территории Нюрбинского района ведутся ремонтные работы более 8 образовательных учреждениях. Это школы. И, конечно же, основной упор ведется у Баянской средней общеобразовательной школе и Игальжинской средней общеобразовательной школе. На сегодняшний день в Аканинской средней общеобразовательной школе ведется капитальный ремонт
с привлечением федеральных средств по программе модернизации школьных систем образования. Практически все ремонтные работы завершены. В Мусалданском районе впервые порог школы переступили около 218 первоклассников. Например, во втором по размеру крупном учащемся учреждении в районе, в Мирюнской средней школе номер 2, в первый класс поступило 51 ученик. Но общее число учащихся составляет около 500. Сегодня первоклассники впервые за партой познакомились со своими классными руководителями, которые на протяжении 4 лет будут вести детей к знаниям и светлому будущему. Сегодня у меня двое первоклассников, Джулстан и Розалина. Мы поступили в первый класс именно к Надежде Ивановне Кутовцевой. Она учитель с большим опытом, с высшей категорией, и мы очень рады, что поступили именно к ней. Сегодня дети очень рады. Все для них новое, новая школа, новые дети. В День знаний в Якутском педагогическом колледже открылся кластер «Педагогика» федерального проекта «Профессионалитет». Старт программы способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, которые на старших курсах имеют возможность трудоустроиться в школы. Важной частью кластера является сотрудничество с образовательными организациями и учреждениями дополнительного образования. С этого учебного года первокурсники начинают обучение по новым образовательным программам. В рамках проекта все учебные кабинеты обновлены, оснащены современным оборудованием, открыты сразу 9 зон по видам профессиональной деятельности. Подготовка будущих кадров ведется под заказ предприятий, в частности наших заказчиков, да, и по тем программам, которые практикоориентированы. Тем самым наши студенты уже на старших курсах имеют возможность получить уже профессиональную подготовку в рамках школы, да, трудоустроиться. Ну и, конечно, это показатели по трудоустройству. Если в прошлом году у нас по педагогическим направлениям трудоустройство по специальности достигало 53%, то при реализации данного проекта стоит амбициозная задача достичь 75% трудоустройства. В продолжении темы в Верхневилюйском районе сегодня в первый класс пошли 286 учеников, в 11 классах будут учиться 141 человек. Сегодня по традиции устроили ярмарку доп. Образования. Цель ее – организовать досуговую занятость детей в учреждениях доп. Образования. В мероприятии приняли участие 6 учреждений, представили свои секции, кружки, выставки работ детей и показали мастер-классы по своим направлениям. Также дети участвовали и в проекте «Мой первый бизнес». Например, можно было выставить на продажу то, что сделали своими руками. Ежегодно 1 сентября на эту ярмарку собирается большое число жителей. Наш Центр детского творчества «Тускул» сегодня представил 6 площадок. Это акция «Ютюэсана», «Мой первый бизнес» и наши кружки по социально-гуманитарному и художественному направлениям. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие дало толчок новым начинаниям у наших детей и педагогов. К другим темам. В этом году в Ангинском районе план по заготовке молока составляет 4834 тонны. На данный момент заготовлено 3900, что составляет 81,77% от плана. План по заготовке молока, например, в Битюнском наследии составляет 891 тонну, из них более 600 уже заготовлено. В хозяйстве ежедневно работает 4 дойера, они заготавливают по 1200 тонн молока. Работники уверены, план в этом году полностью выполнят. СКПК ежегодно развивается. В этом году хозяйство своими силами построили летник на 240 голов. Она автоматизирована, в нем установлена система молокопровода, которая обеспечивается 4 зонами для дойки коров, с 6 местами. В каждом месте, в каждом ячейке рассчитаны 3 доительных аппарата, которые по молокопроводу потом отправляют молоко в цистерну для охлаждения молока. Это позволит в дальнейшем более эффективно использовать труд доеров и доярок, что повысит производительность труда и, в общем, благосостояние и как хозяйства, так и населения, так и района.
Ус-Хамус-Фест. Под таким названием в селе Кюрдем Хангаласского улуса реализуется проект по популяризации кузнечного мастерства народа Саха и искусства игры на хамусе. Он стал одним из победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив этого года, получив финансирование в размере 600 тысяч рублей. Подробности о проекте расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Село Кюрдем по праву считается одним из древнейших центров кузнечного дела Якутии. Ученые обнаружили здесь 9 сыродутных печей 15-18 веков, которые внесли в реестр археологического наследия республики. Кроме того, здесь до сих пор можно найти запасы железной руды. Цель проекта Ус-Хамус-Фест – это сбор и обработка местной железной руды для последующего изготовления из нее 20 уникальных игровых хамусов. Это сохранение кузнечной культуры. И, конечно же, через него мы должны пропагандировать хамусную музыку. И тем же увековечить имя нашего учителя, пропагандиста-хамусиста Адамовой Антонины Семеновны, которой исполнилось бы 75 лет. Она здесь была руководителем и создателем ансамбля хамусистов Кюрдем Комуга. Один из идейных вдохновителей проекта – известный якутский кузнец, уроженец села Кюрдем Александр Данилов. Под его руководством в начале июля прошли обследование территории наслега и сбор сырья. В итоге было добыто более 50 килограммов железной руды. На этих выходных состоялся второй, наиболее зрелищный и волнительный этап проекта – выплавка железной руды в сыродутной печи, воссозданной по древним описаниям. Сделали печь, сыродутную печь по описаниям. Хозяйство Якутии, книга есть. Это Стрелов написал, там описал процесс, и вот повторить хотим. Для получения крицы, пористого материала, который служит основой для изготовления стальных изделий, в сыродутную печь 5 раз с определенными интервалами загружали железную руду. Честь заложить заключительную порцию руды выпала министру сельского хозяйства Артему Александрову, посетившему мероприятие. В результате удалось получить 2 куска крицы, один весом 3,5 килограмма и второй 4 килограмма 350 граммов. Добытая крица отправится в оборудованную мастерскую Александра Данилова, где из нее будут откованы 20 хамусов. Их звучание мы услышим 30 ноября в День хамуса на музыкальном фестивале, который станет 3-м и заключительным этапом проекта Ус-Хамус-Фест. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. До встречи.